Театры играют спектакль о театре. Такой словесный каламбур лучше всего отражает содержание пьесы «Чарльза Море». Тем более, что тема внутренней жизни большой провинциальной сцены, где ставят 3 классические постановки одновременно, близка и понятна самим актерам. Критики определяют спектакль как гомерически смешную комедию, а режиссер из Томска Наталья Корлякова с командой мирнинских артистов наполнили спектакль энергией новизны. Я очень люблю актеров. И поэтому, когда я приезжаю в какой-то театр, я всегда отталкиваюсь от их психологии, от их органики, от их таланта. И пытаюсь как бы не ломать актера, что ли, не вкручивать его в ту, не реализовывать те фантазии, которые у меня в голове, а идти от его природы. Поэтому мы очень быстро наладили контакты вместе. В общем, театр – это дело коллективное. Поэтому мы все вместе сочиняли этот спектакль. Тем более, что тема благодатная и для нас очень знакомая. Нам нужна была какая-то веселая, достаточно легкая комедия. Это раз. Во-вторых, она очень хорошо ложилась на именно наш коллектив. Это 2. И в-третьих, это о нас. И поэтому вот эти вот несколько совпадений, которые привели к тому, что шестереночки зацепились и пошел процесс постановки. На сцене один за другим сменяются века, костюмы и декорации. Кажется, мы только что смотрели репетицию «Дракулы», а уже перед нами сцены из комедии «Тетка Чарли» и шекспировская «Офелия». Не успели оглянуться, а перед нами уже и «Наше время», где худрук балагана Гордон и завтрупой Крэг пытаются выбивать финансирование на театр, заставлять за ночь выучить роль или создать декорации. Изюминку добавляют и эксцентричный режиссер Сюзанна, пытающаяся придать любой сцене новизны и гламура. Все, что происходит в спектакле, иначе как сплошной кавардак не назовешь. Но это и есть театральное закулисье. Здесь зрители вместе с актерами забывают обо всем и по-настоящему наслаждаются хулиганством на сцене. А уж если все это сопровождается гомерическим хохотом и бурей аплодисментов, которые, безусловно, заслужили актеры, то данная постановка просто обречена на успех. Когда мы ставили эту пьесу, мы поняли, что вне зависимости от того, в какой стране находится театр, проблемы, жизнь театра, она практически одинакова у всех. Поэтому театр такой уникальное, международное, всеобъединяющее, не имеющее границ искусство. Завершен 7-й, по-своему счастливый сезон для труппы Мирнинского театра. Запомнится он прежде всего колоссальным количеством новых постановок. «Дом под снос», «Женитьба», «Скамейка», «Балаган» и другие спектакли теперь стали неотъемлемой частью театрального репертуара. Кроме того, поклонников творчества актеров из Мирного с каждым годом становится все больше. Об этом говорят постоянные аншлаги. Для тех же, кто еще раз хочет посмотреть любимые постановки или увидеть их впервые, организовали 4-дневный театральный марафон, который пройдет с 21 по 24 мая.